Без возраста и ограничений, профессионалы и любители. Самое главное условие – отражение ингушской природы. Комитет по туризму запускает новый фотопроект и приглашает всех деятелей этого тонкого искусства. На так называемый мозговой штурм пришли известные фотографы со всей республики. Их здесь собрали, чтобы обсудить, посоветоваться и внести изменения в концепцию проекта по желанию самих же участников. Условия просты. Ребятам необходимо сделать 2 фотографии и выложить их у себя на странице в Instagram ссылкой на Ингтуризм. И с обязательным хэштегом #InkTourEco. Самое главное, фотография должна быть качественной, не менее важен и сам сюжет картинки. Фотографии, которые Комитет по туризму готов рассматривать как конкурентоспособные фотографии конкурса. В кадре необходимо присутствие ребенка и представителя флоры или фауны. Фотография обязательно должна быть сделана в ингушской местности и ингушской реальности. Это один момент. Второй момент, раскроем некоторые секреты. Если получится сделать это фото с ребенком и представителем флоры и фауны на фоне ингушской достопримечательности, привлекательной с туристической точки зрения, это будет дополнительная плюшка, естественно, для участников. Возраст модели ребенка не более 13 лет. Работы участников будут выкладываться на официальную страницу Комитета по туризму, где и стартует онлайн-голосование. Отбирать победителей будут путем слепого постинга без указания авторства. Ведь для таких начинающих фотографов, как Денис Тимурзиев, конкуренция высокая. Будет первый фотоконкурс, в котором я хочу принять участие. И это очень мотивирует себя на новые какие-то сподвижения, фотографии. Мне очень понравился жанр именно фотографий, в котором будет проходить конкурс, потому что это в Ингушетии, насколько я знаю, в таком жанре не фотографирует никто из фотографов известных, и это очень большой плюс. Накруток и шулеров в этом противостоянии нет и не будет. Для Яхи Евлоевой этот конкурс – отличная возможность проявить себя. Фотография для нее целое хобби. И тот самый единственный язык, который может быть понятен в любой точке мира. К сожалению, на сегодняшний день многие фотографы в нашей республике ограничены, то есть это свадебные фотографии, свадебные съемки, там наши горы, да, это максимум. И фотографировать ребенка на фоне флоры, фауны, это для нас что-то такое, ну, в диковинку, скажем так, это для нас что-то такое новое и необычное. Усадить животное, усадить ребенка, это на самом деле очень здорово, поэтому для нас это большой стимул. И вообще, если я не ошибаюсь, конкурс первый у нас в республике, поэтому и для фотографов-профессионалов, таких как Евгений Шевцов, да, и для таких любителей, как я. В говорящем фотопроекте «Наедине с природой» может принять участие любой желающий. Ингушетия – жемчужина Кавказа с богатой флорой и фауной. Живописный край имеет все преимущества в части продвижения экотуризма в регионе. Организовать такой крупный фотоконкурс в Комтуризме решили не случайно. Те же самые фотографы и видеографы, встреча с которыми у нас состоялась сегодня, они и так транслируют посредством своего контента экологический туризм. Но как таковой экотуризм в Ингушетии, особенно в информационной повестке, не транслировался. Поэтому фотопроект «Наедине с природой» нацелен на то, чтобы нынешние фотолюбители и фотопрофессионалы посредством своего контента дали знать общественности, насколько у нас красивая природа, во-первых. Во-вторых, что есть у нас замечательная флора и фауна и прекрасные заповедные зоны, лесные массивы, где люди замечательно могут не просто досуг провести, а сделать замечательные фотосессии и транслировать всю эту красоту уже широкой общественности. Дата запуска и официальный релиз уже совсем скоро появится на просторах интернета. Одно понятно точно – старт голосованию будет дан не позже 1 марта, а значит, времени на раскачку мало. Словом, это не последняя встреча фотографов с организаторами. Все тонкости и нюансы, в том числе и призового фонда, обсудят уже скоро. Это будут либо деньги, либо отдых в Арамхи, или же персональная выставка. Зельмхан Калоев, Магомед Дидигов, Новости 24.